Ваша жизнь снова стала усложняться? Давайте обратим этот процесс, упростив ее парочкой лайфхаков. Вы не поверите, но с помощью обычного карандаша и аккумулятора можно добыть огонь. При помощи ножа сточите одну половинку карандаша, чтобы обнажить грифель по его длине. Дальше при помощи стартовых проводов, которые есть у многих автовладельцев, зажимаем карандаш с обеих сторон так, чтобы металл прикасался к грифелю, и кладем на сухую траву. Осталось подключить противоположные концы к аккумуляторной батарее и наблюдать. Через несколько секунд грифель начинает раскаляться, нагревая деревянную часть. Если слегка подуть на него, то появляется пламя. Этот же опыт можно повторить в более мелких масштабах, если взять 9-вольтовую батарейку и стержень от вот такого карандаша. Кладем грифель на нее, замыкая контакты, и прикасаемся к ним головкой спички. И если батарейка не севшая, то через некоторое время спичка должна зажечься. Если вам нужно оголить проводки, но под рукой нету ножа, вы можете попросить вашего хомяка их обгрызть, но вместо хомяка вполне себе может справиться обычный степлер. Нужно вытянуть из него скобы и, зажав проводок по центру степлера, потянуть его на себя. Это какая-то магия. Возьмите любой карандаш и при помощи ножа аккуратно сделайте прорез посередине его тыльной части. Теперь берем лезвие для бритвы и разламываем его пополам. При помощи ножниц отрезаем край и его половинку, чтобы получился вот такой кусочек. Теперь нужно вставить его в прорез карандаша и, взяв биндер, зажать все это вместе. Вытянув ушки, мы получаем вот такой очень острый канцелярский нож, который пригодится при изготовлении различных поделок. Если вы нашли в лесу тушенку, но вам нечем ее открыть, нужно найти большой камень и начать тереть верхней частью банки об него. Если на камне появилась жидкость, это хороший знак, вы уже близко. Когда края банки протерлись, вытираем грязь и нажатием пальца открываем крышку. Теперь можете кушать мясо, если оно там есть. Возьмите сливочное масло, горчицу, перец, соль, лимон и яйцо. Взяв небольшую емкость, выливаем туда 150 мл масла, после чего кладем туда пол чайной ложки горчицы. Теперь нам понадобится мистер Лимончик. Привет! Кладем его на бочок и делим пополам. О нет, Фернандо! Они отрезают твою верхнюю половинку и выдавливают ее в кружку! Не прячьтесь, мистер Яичко, вы также нам нужны. Почти готово, осталось добавить пол чайной ложки соли и сахара, можно регулировать по вкусу. Теперь берем блендер или миксер и взбиваем содержимое. Смесь начинает белеть, и через мгновение мы получаем самый натуральный домашний майонез, который можно приготовить за 5 минут, если у вас нет покупного.